Спасибо, да, за эту возможность. Всем привет, меня зовут Ира. И сегодня у нашей семьи праздник, двойной праздник. У моей старшей дочери день рождения, ей сегодня 8 лет. Да, и у моей младшей дочери тоже такой мини-день рождения, ей 5 месяцев сегодня. Да, и я бы хотела немножко поделиться историей из жизни Вари, как она родилась, с чем мы столкнулись и как Бог нас проводил на протяжении всех ее 8 лет, как Он помогал и благословлял и исцелял. И знаете, это не будет история, когда было плохо, потом произошел момент и резко стало хорошо. Это будет история про то, что Бог был в каждом периоде, Бог благословлял через разные аспекты, Бог вел, направлял и сделал очень много работы и чудес в жизни Вари. Я начну сначала. Она родилась 3 мая в городе Шмяны. Роды были неестественные, это было экстренное кесарево сечение. По причине того, что 1 мая у Вари начало быть плохое сердцебиение. Врачи отслеживали и приняли решение, что нужно ее быстренько доставать. И роды сами не пошли, и когда было принято решение экстренно кесарить, ее достали, мы увидели, что там были очень плохие зеленые воды. Ее сразу же забрали, она была небольшого роста, небольшого веса, 2,760, 49 сантиметров. Ну, такая маленькая она родилась. И когда ко мне уже пришли врачи, уже в реанимацию после кесарева, они сказали, что у нее плохие анализы, она остается у нас. Но что конкретно, конечно же, никто мне сразу сказать не мог. Просто, что что-то плохо. Мы наблюдаем. И спустя день я рожала в маленьком городе, назывался он Шмяны. Они сказали, что мы не можем даже поставить ей диагноз, у нас нет ни средств, ничего, ни оборудования. И было принято решение везти ее в областной центр в Гродно, в больницу детскую. Приехала бригада скорой помощи, они ее забрали и увезли. А я осталась в больнице долеживать со своим швом после кесарева. Когда я звонила, спрашивала в Гродно, мне сказали, что там взяли анализы, ждем результата. И для того, чтобы поставить диагноз, понадобилось 10 дней. А все это время ей давали антибиотики, чтобы не было пневмонии, еще чего-то. Грудного молока она не получала ни капли вообще. Мне запретили ее кормить грудью. И когда поставили ей диагноз, мне сказали просто медицинский термин. Я не знала вообще таких слов. И когда я загуглила этот диагноз, что это вообще такое, и потом прочитала, что происходит с этими детьми после этой болезни, я позвонила Диме и сказала: «Дим, бери пост, потому что все очень серьезно». И я просто хочу прочитать, что я прочитала в интернете. Что должно было быть с моим ребенком? Поражение нервной системы, микроцефалия, маленький размер головы, церебральный паралич ДЦП, судорожный синдром, тяжелая нейросенсорная тугоухость и поражение глаз, атрофия зрительного нерва, ведущих к слепоте, глубокая умственная отсталость, серьезные задержки психомоторного развития, нарушение координации, увеличение печени и селезенки, затяжная желтуха, пневмония. Да, и когда я это все прочитала, поэтому я ей позвонила Диме и сказала: «Бери пост». Мы лежали в больнице, она лежала в больнице месяц. Когда поставили диагноз, ей назначили лечение, она лечилась. Ей делали разные обследования. В общем, помимо этого диагноза находились еще всякие бонусы к общему букету. И при выписке, когда мы выписывались, я пришла к врачу подарить ей там конфетки, чай, сказать ей спасибо. Она так отреагировала, типа: что вы, какие конфеты, у вас такой сложный ребенок, у вас такой путь впереди, прям соберитесь и идите с Богом. Врачи никогда мне не говорили ничего хорошего, что мы ее вылечили, все будет хорошо. Нет, мне говорили только, что соберитесь, все у вас будет не очень, и работайте. Период восстановления после больницы у нас длился где-то чуть больше года. Ей нужно было набирать вес, потому что когда ее 10 дней пичкали антибиотиками, они убили всю микрофлору, и у нее не усваивалась еда.
Мы ее кормили, но первый месяц там, ничего, вес не набирался, просто оно не шло. И нужно было давать препараты, чтобы она начала набирать вес. У нее был очень низкий гемоглобин, нужно было его поднимать. В общем, у нас был целый список, у меня был список лекарств, у меня был график, как и что нужно делать. К 5 месяцам мы поняли, что она не держит голову, хотя ребенок уже в 3 месяца должен держать голову, но она была физически слабенькая и не могла этого делать. И мы начинали курс массажа. И вообще все физические навыки, которые ребенок сам осваивает, держать голову, перевороты, ползти, ходить, она не могла сама освоить, у нее не было на это сил. И все это мы добывали при помощи массажей и препаратов. Сложность еще в дальнейшем была, когда она подросла, начала ходить. У нее были проблемы с опорно-двигательной системой. Она не могла как будто бы словить координацию. Вот она шла, мы все идем ровно, а она шла, и как-то она качалась без опоры за руку, она не могла идти ровно. Когда с нами за руку идет, хорошо. Когда сама, то она качалась. И мы, когда в садик ее привели, ей было там 2,5 года, у нас воспитатели спросили, а что у нее с ногами? Почему она не может сама ходить? Мы там все это объясняли. Но сейчас, как мы видим, этого всего нет. Как-то мы ездили в Минск, может, ей года 2,5-3 было, на энцефалограмму. Мы постоянно с неврологом дружили. И она нам сказала, что с таким тяжелым ребенком нужно ездить 2 раза в год на реабилитацию, чтобы восстановить все эти опорно-двигательные процессы. С 2 лет я активно занималась тоже ее речью, потому что видела вопросы. И до школы вплоть мы занимались логопедом, ставили это все. Где же был Бог в этой ситуации? И я, когда все это думала, размышляла, знаете, со всех сторон я его увидела. И да, мы попали в сложную ситуацию. Это был наш первый ребенок, наш первенец. Хотелось сделать все правильно. Мне хотелось родить самой. Мне хотелось кормить грудью. Мне хотелось, чтобы муж меня красиво забрал из роддома, выписку сделал классную. Мне хотелось, чтобы я спокойно наслаждалась материнством, проживала все эти периоды. Но ничего из этого не получилось. И надо было как-то из этого выходить. И где был Бог? Начнем с того, что меня раньше времени положили в больницу, когда я была беременна. Положили, на самом деле, по ерунде. И я еще возмущалась, чего меня кладут в больницу, мне еще ходить и ходить. Но благодаря тому, что меня положили раньше, врачи смогли обнаружить это плохое сердцебиение и вовремя ее оттуда достать, чтобы не дожидаться каких-то проблем. Еще один момент, я благодарна Богу, что я смогла ее вообще доходить до такого срока, потому что если бы эта инфекция попала к ней в первом триместре, ее бы вообще не было у нас на планете. И если бы во втором триместре или в начале третьего, это были бы гораздо серьезнее проблемы с легкими, с дыханием, и было бы очень сложно. Во время нашего восстановления, такого послебольничного, с нами была очень чудесная женщина-массажист, которая буквально подняла ее на ноги. И мы ее не знали, эту женщину, нам посоветовал ее наш невролог. И от этого навыка удерживать голову до ходьбы, она была рядом с нами, она поддерживала, она ее массажировала, она делала ей ЛФК, и вообще она очень много нам оказала поддержки. Слава Богу за нее. Первый год жизни мы стояли на учете у детского невролога, и тоже такой интересный момент был. Это Сморгонь, маленький город, и невролог был у нас один на весь город. И она нас вела, мы каждый месяц у нее были, она отслеживала, говорила нам, что делать, дала номер этого массажиста. И когда она закончила с нами работу, она ровненько ушла в декрет. И после уже, пока Мирослава не родилась, у нас не было в Сморгоне детского невролога. Слава Богу за это. Когда Варя лежала в больнице, когда она была младенцем, ей сделали МРТ головного мозга и обнаружили там 2 кисты. И нам сказали, следите, может рассосется, может не рассосется. И мы молились, и в 6 месяцев мы приехали на обследование, и кист не было. Слава Богу, да. Знаете, Варя для меня самой большой такой печалью, одной из всех печаль было то, что она не получила ни капли грудного молока.
и вот эти антибиотики. И мне все вокруг говорили, что она будет слабым и болезненным ребенком, что у нее будет слабый иммунитет, но вообще нет. Вообще нет. У нее прекрасный Божий иммунитет. Она очень редко болеет. Я могу по пальцам пересчитать случаи, когда вот мы прям лежали, болели. И даже если там что-то к ней приходит, какая-то температура или еще что-то, это быстро проходит, потому что болеть скучно. Да, слава Богу за это. Знаете, долго, да, вот нас вокруг, окружающие, мы наблюдали, что она не может ровно ходить. Но сейчас она танцует. Она катается на велосипеде, она катается на роликах, на коньках, она плавает. И вообще она очень любит двигаться, она очень подвижная. Да, слава Богу за это. И мы не ездили в реабилитационные центры, как нам говорили. Просто у нас папа очень активный, и он очень активно гонял ее по всем площадкам с Маргони. И я помню, как-то за одно лето просто она так выровнялась, и больше этих вопросов не возникало. В перечне всех вот этих вот диагнозов, которые нам пророчили, было написано, что у таких детей задержки развития очень серьезные. Но сейчас Варя заканчивает 1 класс, она читает, пишет, учится наравне со всеми детьми. Плюс ко всему она еще и левша, и она вообще видит мир с другой стороны. У нас были такие приколы, что она читает не так, как мы, а вот по-еврейски, вот отсюда, да. И писать она пыталась вот с этой стороны. Она искренне не понимает, почему надо по-другому. Вот. Она очень усидчивая, она очень любит делать много руками, то есть она любит всякие поделки, браслеты, украшения, там все, что маленькое, все это она делает. Слава Богу за это. У нее не слышит одно ухо, но Бог вложил в нее музыкальные таланты. Она поет, она танцует, у нее есть чувство ритма, это я как музыкант говорю. Она учится в хореографическом классе, и она всегда поет в первых рядах с микрофоном. Она очень артистичная, она чувствует это, ну вот это ее талант, и это тоже его чудо. И знаете, еще один момент, за который я благодарна Богу, за то, что у нас были деньги на все это восстановление в тот период. Нам было 22 года с Димой, и на все массажи, на все лекарства, на всех врачей нужны были финансы. Да, 22 года. Вот. И всегда у нас были деньги, слава Богу за это. Знаете, я еще тоже очень благодарна Богу за то, что Он давал нам поддержку рядом, и я не ушла в какое-то глубокое уныние, в глубокую депрессию. Я всегда была в трезвом уме, и мы вообще никогда не воспринимали ее как какого-то больного ребенка. То есть вот нам вот это врачи все говорят, у вас там то-то, 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 то-то будет, а мы такие, да ну нет, с ней все хорошо. Дима всегда говорил, да, вот у нас была сложная инфекция, но мы выздоровели, она, это чудо Божье, она здорова. И мы всегда находились в таком трезвом уме, не уходили никакие депрессии. Да, если у нас возникали какие-то вопросы, мы понимали, да, их нужно решать. Но все это пройдет. И знаете, да, вот нам было 22 года, и на тот момент у нас не было такого прям глубокого основания, что Господь наш целитель. Я периодически занималась самокопанием, за что же Бог послал нам эту болезнь, за какие, точнее, мои косяки Он послал, потому что, ну, Варя-то ничего не сделала, значит, это мои вопросы. Но все равно я молилась и верила, что Бог исцелил ее, и что вот эти все диагнозы, прогнозы не воплотятся в нашей жизни. Но сейчас у меня есть это твердое понимание, что Господь мой целитель, и то, что не Он давал эту болезнь. И у меня есть твердое основание и ревность молиться за ее ухо, да, за это чудо, которое также может произойти в ее жизни. Поэтому, слава Богу, верьте, что Господь ваш целитель, и Он не дает вам эти болезни, потому что это сложно так думать. И это какое-то раздвоение личности. Господь послал тебе болезнь, но ты молишься Богу, чтобы Он ее забрал. Да, да, аминь. И как-то моя мама общалась по работе с врачом-инфекционистом гродненским одним, и вот она рассказала про Варю, про ее жизнь, про ее историю, вот это вот восстановление. И врач сказала, а вы уверены, что она болела этой болезнью? Потому что, ну, как бы сильно здоровый ребенок для такого диагноза. И она вот это сказала, я думаю, слава Богу, да, потому что это как бы, ну,
работа во всех областях была. С нашей стороны, со стороны Бога очень много было сделано. И со стороны вот движений, со стороны речи, со стороны вот этого мозга, исцеления от кист. Очень много аспектов, где Он нас постоянно поддерживал, постоянно давал нам людей рядом. Он верный, Он любящий, Он добрый. И до сих пор Он ведет и направляет. Если вы видите Варю, она очень общительная, она очень талантливая, она взяла лучшие черты от нас с Димой. От меня усидчивость, от Димы общительность. Вот, и да, Господь благословляет, Он ведет и направляет. Я очень благодарна Ему за нашего ребенка, и за то, что, несмотря на все вот эти сложные прогнозы, они все не оправдались, и мы живем. И да, действительно, благодаря Ему у нас есть вот это чудо, у нас есть Варя, и Он ее создал, родил, все сделал вовремя, и вот так. Слава Богу.